Ну что ж, дорогие друзья, очередные выходные позади. Сегодня понедельник, 10 марта 2025 года в Башкортостане, ровно 10 часов утра. Самое время для начала очередной прямой трансляции «Аспектов Республики» на канале «Аспекты Башкортостана», разумеется. Прямая трансляция у нас идет в YouTube-канале, а также в Telegram-канале. Запись после можно найти на вышеуказанных площадках, а также, например, в аккаунте «Аспектов» в ТикТоке. Если вдруг удобно, сподручно и работает у вас, то, пожалуйста, пользуйтесь. Что касается работоспособности интернет-ресурсов, которые российские власти из-за цензуры, из-за нежелания доносить правдивую информацию до людей блокируют, то здесь мы помогаем в этом смысле каждому, кто к нам обращается. Все ровно так, как изначально анонсировали. Поэтому, если вдруг у вас или у ваших близких есть нужда в получении подробной инструкции о том, как поступать в такой ситуации, то вы можете обращаться к нам с помощью бота обратной связи в телеграм-канале «Аспектов». Поэтому на телеграм-канал уж точно нужно быть подписанными. Ссылка на него всегда есть в описании. Жду ваших сообщений в чате прямо сейчас. Вижу, что к нам присоединяются наши постоянные зрители, кто в моменте смотрит нас в прямом эфире. Вот. Ну и, в общем-то, я всегда ценю и тех, кто смотрит потом записи, поэтому также не стесняйтесь оставлять комментарии уже под завершившейся трансляцией. Это очень важные слова поддержки, как правило, которые подстегивают, что ли, и заставляют не опускать руки, вот, и продолжать деятельность в том же духе. Вот. А здесь мы говорим о разных вещах, в том числе о мировых новостях, которые каждое утро в этот ранний час появляются в телеграм-канале «Эхо Новости». С них и начнем. США почти возобновили обмен разведданными с Украиной, заявил президент Дональд Трамп. Он отметил, что ожидает хороших результатов от завтрашних переговоров с представителями Киева в Саудовской Аравии. Как пишет Financial Times, ради военной помощи США Украина намерена предложить частичное прекращение огня с Россией. Жители Новокуйбышевска Самарской области ночью сообщили в соцсетях о нескольких взрывах. Предположительно, дроны атаковали местный нефтезавод. Сведений о последствиях удара нет. В Министерстве обороны отчитались о том, что сбили в регионе 3 украинских беспилотника, а всего были перехвачены за ночь 9 беспилотных летательных аппаратов. Глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о прорыве российских войск в районе Суджи. По его утверждению, за субботу и воскресенье возвращен контроль над 6 населенными пунктами, которые ВСУ захватили более полугода назад. Чуть позже это подтвердили и в Министерстве обороны России. Власти Польши допустили возможность поиска альтернативы спутниковой сети связи Starlink для Украины. Глава МИДа Сикорский сообщил об этом после того, как владелец компании Starlink Илон Маск назвал его «маленьким человеком» и заявил, что Варшава платит лишь часть реальной цены за использование системы. Центр избирком Румынии отказал в повторной регистрации на президентских выборах крайне правому политику Джорджеску. Он неожиданно победил в первом туре, результаты которого были отменены Конституционным судом из-за подозрений во вмешательстве России. Затем Джорджеску обвинили в создании фашистской организации. Новым премьер-министром Канады станет экс-глава Центрального банка страны Карни. Он был избран лидером либеральной партии вместо Джастина Трюдо, который руководит правительством с 2015 года и объявил в январе, что уйдет в отставку. Россия, Китай и Иран начали совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Как пояснили в Пекине, маневры направлены на укрепление военного доверия и прагматичного сотрудничества. Подобные учения 3 страны проводят уже в 5-й раз. Это были новости телеграм-канала «Эхо Новости». Подписывайтесь на него, будьте в курсе событий. В общем, ничего такого экстраординарного на мировой арене за минувшие дни не произошло.
то, к чему мы привыкли, скажем так, в последние дни, да, то одно скажет Трамп, то другое сделает. Здесь вроде бы пока все находятся в ожидании, скажем так, очных переговоров в Саудовской Аравии, где не первые лица, но, по крайней мере, делегации стран продолжат общение между собой. И само по себе общение – это, конечно же, уже плюс. Так, Руслан, здравствуйте, пишет Альберт. Поделитесь, пожалуйста, своей мудростью. Вот вам за 40, а у вас безупречно чистая репутация. Как вам это удалось? Как, как контрпример ваш коллега Женя Коноплин. А что, Женя, с репутацией тоже все в порядке? Я не знаю, что вы имеете в виду. Вот вы поясняете. До 30 успел и в КПРФ наступить, и каналом БСТ обмазаться, и везде найдет себе оправдание. То молодой, то опыт нужен был. Ну а разве это не так? Если я как бы со школьной скамьи, в общем-то, более или менее прекрасно понимал, какие у меня ценности, то это не обязательно у всех людей так устроено. То есть кто-то идет путем поиска. И вот, например, даже, кого привести? Известный журналист, лидер, авторитет и человек с безупречной репутацией, журналист Максим Курников тоже не стесняется рассказывать, что в юности у него были левые взгляды. Вот. При этом он вроде как членом КПРФ, конечно, не был, но в любом случае взгляды у людей могут меняться со временем. Вот. Поэтому не знаю, не нужно в этом смысле кого-то, мне кажется, осуждать, что человек изменился со временем. Тем более, все-таки это лучше на самом деле даже, я бы сказал. То есть человек способен к рефлексии, да, к тому, чтобы анализировать и делать выводы, и признавать собственные ошибки. Это вполне себе нормальная история. Вот. Да, у меня вроде бы в жизни, если говорить про меня, каких-то серьезных таких вот пятен нет, но так или иначе порыться, если найти можно, поэтому про безупречную репутацию я бы тоже не стал так уверенно утверждать. Были прошлые виды деятельности, так сказать. Знаете ли, в юности мы торговали мобильными телефонами и очень активно в компании Евгения Чичваркина под названием Евросеть. Там мы тоже, как говорится, знаете ли, ради продаж на разные ухищрения могли идти. Поэтому, в общем-то, поговорим об этом, если будет возможность как-нибудь и желание. Так. Вижу, продолжаете вы мысль, правда, тут не совсем она понятна. Родители или внутренняя чуйка, понимание, что правильно или неправильно, или выработать эту чуйку. Ну, в моем случае все как-то оно самостоятельно шло, наверное, если я правильно понимаю, что вы имеете в виду. Ну да ладно, давайте к новостям. За конец прошлой недели что у нас произошло? У нас страна отметила Международный женский день. И вот, например, издание УФА-1 подготовило публикацию «Сильные, успешные, яркие. Любуемся красавицами в правительстве и Курултае Башкирии». Я уж не знаю, насколько можно всех представительниц, которые здесь приведены, назвать, ну, скажем так, хорошими и эффективными, я не знаю, деятельницами. Но то, что дамы тут вполне себе симпатичные и успешные, этого отнять нельзя. Тут вот приводится в пример Юлия Краснова, депутат Курултая, в недавнем прошлом телеведущая, вот, с некоторых пор ставшая сотрудницей ведомственной газеты «Единой России» и дальше по этим стопам продвинувшаяся в состав Госсобрания Курултая. Помните, наверное, такую, да? Дальше, если идти, тут Зульфия Гайсина, председатель Совета по правам человека при главе Башкортостана, а также депутат Госсобрания тоже на сегодняшний день. Здесь же Маргарита Болычева, министр внешнеэкономических связей, юная министр, которая получила пост аж в 28 лет. Вот, она бывала у нас, кстати говоря, в гостях эфиров еще во времена «Эхо Москвы», и
отзывалась на все предложения очень охотно. А вы помните, у меня изначально немножечко позитивное отношение, кредит доверия, скажем так, к тем чиновникам, кто открыт и готов к общению. Дальше. Анна Карабанова, глава администрации Благовещенского района, недавно возглавила эту самую администрацию. И Руфина Шагапова, даже ее вспомнили, депутат Курултая, представитель партии «Зеленых». Если можно, опять же, назвать эту партию действующей вообще, вывеска, табличка вроде бы остается, а она фактической деятельности какой бы то ни было не предпринимает. Последний раз Шагапову активной в плане экологии я помню, знаете, в 2018 году, что ли, когда речь шла о защите Жиханов, даже тогда еще не Куштау, а Таратау защищали, потому что именно его изначально, по крайней мере, на словах и публично планировали передать на разработку башкирской содовой компании. В общем, в последние годы перечисленные дамы, даже те, кто в прошлом так или иначе отличались интересными поступками, скажем так, сейчас, к сожалению, ничем особым не выделяются. Или, по крайней мере, я не замечаю. Если ошибаюсь, сообщите, напишите, поправим вот эту информацию и более-менее уточним. Ну а что ж, сейчас праздник отгремел так или иначе, двигаемся дальше. Весна так или иначе вступит в свои права, несмотря на прохладную погоду последних дней в Уфе и Башкортостане. Я думаю, что не за горами все-таки настоящее потепление. И хотелось бы, кстати, пусть уж буду банальным, потепление не только в плане температуры воздуха, но и в плане обстановки, конечно же. Тем временем в столице Башкортостана, Уфе, выставили на общественные обсуждения важный вопрос. Вопрос о платных парковках. Горсовет Уфы инициировал эти самые общественные обсуждения. Депутаты предлагают дополнить документ пунктами, обязывающими пользователей муниципальных парковок соблюдать местные правовые акты и оплачивать стоимость услуг с учетом времени хранения автомобилей на парковках. Обсуждения пройдут до 14 апреля. Замечания и предложения принимаются при этом до 26 марта. Как следует из информационных материалов, опубликованных на платформе обсуждений, муниципальные парковки разместятся в квартале, ограниченном улицами Пушкина, Аксакова, Чернышевского, Карла Маркса, Достоевского, Мустая Карима, Революционной и Цюрюпы. На первом этапе планируется создать 1188 парковочных мест. Тоже, кстати, долгоиграющая история. Чуть было не запустили эти самые платные парковки, еще в 2018 году, когда Елалов был главой администрации Уфы. Но что-то пошло не так, и вот 25-й год, скоро как половина будет прожита, а парковки в Уфе все так же обсуждаются, и ничего не решается. Хотя, в принципе, это вопрос вполне себе естественный, скажем так, в современном городе, если город все-таки хочет заниматься развитием общественных пространств, доступностью среды, избавляться от пробок, если хочет, и делать город более справедливым и доступным для самых разных категорий его жителей. То есть я в этом смысле понимаю боль определенную со стороны автомобилистов, но считаю, что это неизбежность, которая должна быть реализована. И следующая интересная новость касательно Уфы и ее градостроительной политики. И новость, надо сказать, неожиданная в свете того, как в последнее время развивались события. Мэрия Уфы отказала Министерству земельных и имущественных отношений в переводе участка земли Всепайлова под жилую застройку. Значит, соответствующее постановление, подписанное сити-менеджером Ратмиром Мавлиевым, опубликовано на сайте администрации. Решение в итоге Ратмир Мавлиев якобы принял по итогам общественных обсуждений, что указано в самом документе. Министерство земельных и имущественных отношений просило изменить вид использования с проектирования и строительства многофункционального гаражного комплекса на многоэтажную жилую застройку. Общественные слушания, которые были инициированы Минземом,
проходили в октябре 2024 года. Планировалось, что на участке 1,3 гектара на въезде в Сипайлово разместится жилой комплекс из 3 35-этажных домов. И мы с вами об этом говорили, в очередной раз признавая, что это какой-то ужас. Так вот, большинство участников тех обсуждений выступили против застройки. Проекты планировки и межевания территории разрабатывает компания Art City, получившая в аренду соседний участок по указу главы Башкирии. То есть, так или иначе, по крайней мере, в ближайшее время вот эта вот высотная застройка на спуске в Сипайлово не произойдет. То есть, гарантировать и быть уверенными, что этого никогда не случится, мы с вами не можем. Но смотрите, на данном этапе у застройщиков, скажем так, нашла коса на камень. И, судя по всему, все-таки жители в данном случае проявили сознательность, да, и желание каким-то образом повлиять на обстановку вокруг самих себя. Таким образом, следить за всякого рода общественными обсуждениями, за их графиком и участвовать в этих самых обсуждениях – это не такое уж и гиблое дело, как может показаться на первый взгляд нам с вами. Тем более, что мы видим новости, мы видим, что мэрия отменяет вот эти вот обсуждения, а правительство региона принимает постановление, что можно продлить этот самый мораторий еще на год. Но, как мы видим, в некоторых случаях все-таки этот институт гражданского общества все-таки продолжает функционировать. Поэтому руки опускать, скажем, нельзя, да? Можно пытаться отстаивать собственные права вот с помощью этих институтов. Доброго утра следующим нашим зрителям, кто присоединяется. Фарваз, Газинур, Наталья. Спасибо, что пишете, спасибо, что с нами. Вот, а мы дальше идем к следующим новостям. В пятницу правительство Башкортостана хотело, видимо, приятно удивить своих сограждан. И появилась следующая новость. Власти республики готовы сократить свои расходы на командировки и праздники. Но только в случае необходимости. Значит, утвержден поэтапный документ, в котором описано поэтапное доведение лимитов бюджетных обязательств для первоочередных расходов. На начало финансового года выделят 70% средств, оставшиеся 30% планируют выделить в течение оставшейся части года. Приоритетным расходам бюджета отнесены экстренные и противоэпидемические мероприятия, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, выплаты зарплат, соцобеспечение, налоги, закупка лекарств, стипендии, исполнение судебных решений и питание школьников. При нехватке средств власти планируют сократить траты на командировки, праздники, закупку оргтехники, ремонт кабинетов и другие второстепенные расходы. О сокращении заработных плат чиновников при этом в документе речи не идет. В 2025 году, согласно принятому бюджету региона, дефицит составит около 4 миллиардов рублей. При этом расходы на поддержку участников войны с Украиной и членов их семей увеличены на те же 4 миллиарда по сравнению с прошлым годом и примерно должны составить 8 миллиардов рублей. Имеется в виду в текущем 2025 году. Понятно, что вот эти вот скорее формальные планы сократить собственные расходы, они всякий раз, каждый год встречаются в документах, утвержденных правительством. Но вот редко мы, к сожалению, слышим, что до этого дошло, что поняли ситуацию, осознали дефицитность момента и отменили те или иные командировки. Либо они об этом помалкивают, что неправильно с точки зрения пиара, наверное, стоило бы об этом сообщать, либо все-таки до этого дела не доходит, и никто из наших чиновников собственные расходы на командировки и другие виды развлечений не сокращают. По крайней мере, делаю вывод из той информационной среды, которая нас с вами окружает. Сообщают, что на Интернациональной в Уфе машина и дерево нырнули во внезапно образовавшуюся яму. Опять же, на Интернациональной, кстати говоря, очень часто эти вещи происходят. Ну, может быть, потому что улица очень длинная,
И как бы есть где этому происходить. Помню, Лада Калина года 4 назад во дворе одного из домов ушла полностью под землю и так и не была обнаружена до сих пор где-то в недрах уфимских подземелий. Видимо, хранится или дальше движется по каким-то ходам подземным. Да, есть такие проблемы, и в этом смысле ничего экстраординарного в этом, конечно же, нет. Стобабовна спрашивает, что за зубрами в Беларусь больше не будут ездить? Это, видимо, вдогонку к новости про командировки. Да как же? Мы же говорим, что, в принципе, пока еще командировки не отменяются. Это в случае, если вдруг денег окажется мало, тогда можно будет отменить. А так все планы в силе. Но мы не знаем, правда, если уж быть объективными, планируются ли еще визиты в Беларусь и дополнительные привозы зубров оттуда. Вроде бы как бы официально у нас отчитываются, что прижившиеся, точнее привезенные зубры уже прижились. И даже вроде как у одной из пар в прошлом году появился приплод, и все у них как бы хорошо. В общем, я понимаю, конечно, ваш скепсис касательно этой темы. Мы об этом тоже с вами не раз уже говорили. Но те, кто привезены, пусть уж живут, как говорится, да, так или иначе. Животные ни в чем не виноваты. Вроде больше лет прошло, Калина грохнулась, пишет Алена. Ну да, даже не 4, так если посчитать более... Да, это был конец десятых, то есть 19-й год, край, или даже 18-й. Точно мы работали на «Эхе Москвы», и это было еще до пандемии, именно так. Ладно, дальше двигаемся и должны рассказать вот о чем, наверное, важнейшая информация из сегодняшнего выпуска. Экс-глава Министерства внутренних дел по Башкортостану Роман Деев, как выяснили журналисты, владеет бизнесом и недвижимостью в стране Европейского Союза, а именно в Чехии. Значит, данные на него собрали независимые журналисты-расследователи. Выяснилось, что семья бывшего главы МВД Романа Деева владеет чешской фирмой Deletox СРО, учрежденной еще в 2007 году его женой Оксаной Деевой и предположительно ее матерью Ольгой Летуновской. Подтверждающие документы специально собрал антивоенный проект «Агенты войны». На эту фирму, как утверждают в издании, зарегистрирован частный дом площадью 140 квадратных метров по адресу Зедлек, недалеко от Праги. В 2007 году по 50% долей в фирме имели жена Деева Оксана и ее мать Ольга Летуновская. В 2008 году структура немного изменилась. 10% достались лично Роману Дееву. В 2014-м Деевы формально вышли из числа владельцев. Но сама фирма осталась записана только на тещу экс-министра МВД. Как отмечает издание, по российскому законодательству Деев не обязан декларировать недвижимость матери своей жены. Роман Деев руководил МВД по Башкортостану с 2017 по 2022 год, то есть довольно продолжительное время, целых 5 лет. В период его руководства в регионе последовательно шло подавление протестов и репрессий в отношении оппозиции. Ну, к примеру, да, то есть если до 2017 года как раз-таки у нас те же самые сторонники Алексея Навального могли проводить акции протеста. Некоторые из них даже были согласованными, как, например, последний митинг в июне 2017 года у ДК «Химик», то все последующие уже не были согласованы и довольно жестко разгонялись. Так прошел весь 2018 год. Вспомним акцию «Он нам не царь» 4 мая 2018 года. Тогда шествие от Госцирка дошло до Горсовета и потом даже обратно, и довольно все это было массово. И другие акции тоже можем вспомнить. Все это было как раз-таки в период деятельности этого человека, который одновременно, как мы видим, мог себе позволить владеть активами в странах загнивающего Запада. Таким образом, двойные стандарты – это не только прерогатива высшего руководства страны, не только тех людей, к которым мы уже привыкли,
о которых мы всякий раз говорим в таком же духе. Оказывается, на уровне регионов, если порыться, если поскрести повнимательнее, найти таких людей можно. И фирмы найдутся, и активы, и жены, и тещи. Все в лучших традициях жанра. Коррупционеры друг на друге, как говорится, сидят и друг другом погоняют. Вот. Но если быть формально точным, сейчас, конечно, Деев уже не министр МВД, и, как мы уже обратили внимание, с 22 года не является им. Но, в общем, для того, чтобы зафиксировать эти моменты, мы должны их проговаривать. И большое спасибо независимым журналистам, которые эти данные обнаружили. Так, кстати, помимо вот таких вот общеполитических вещей, республиканское ведомство за период работы в нем Романа Деева стало лидером по показателю самоубийств среди сотрудников собственных. В 2021 году была раскрыта схема по выдаче водительских прав за деньги. Это отдельный скандал, который шел по линии ГИБДД. При этом ни сам Деев, ни члены его семьи не находятся под европейскими санкциями. Вопрос. Почему? И вопрос скорее риторический, да, на него ответа у нас, к сожалению, с вами нет. Даже техника, да что ж такое, даже техника прячется от этого ужаса в республике и стране, пишет Стобавовна по поводу того, как у нас проваливаются в карстовые пустоты автомобили. А мы дальше идем. Еще одна важная новость конца прошлой недели. Генеральная прокуратура обвинила бывших топ-менеджеров «Газпрома» в выводе 150 миллиардов рублей из предприятия в Башкортостане. Потрясающая новость. Опять-таки про деньги. Значит, но здесь, к счастью, силовики, правоохранители, если хотите, все-таки взялись за свое дело. Так вот, прокуроры обвинили экс-главу департамента маркетинга «Газпрома» Кирилла Селезнева и бывшего топ-менеджера энергетического блока группы «Газпром» Алексея Митюшова в незаконном выводе не менее 150 миллиардов из ООО «Газпром нефтехим Салават». По версии следствия, Алексей Митюшов, будучи директором ООО «Газпром Энерго», установил контроль над предприятиями в Башкортостане и стал их бенефициаром. Затем он и Кирилл Селезнев заключали между «Газпром нефтехим Салават» и подконтрольными компаниями выгодные контракты, что позволяло выводить средства за рубеж и направлять часть прибыли на покупку бизнеса в России. Также прокуратура заявляет, что Алексей Митюшов, имея гражданство Литвы и вид на жительство в Испании, установил иностранный контроль над стратегическими предприятиями. И он находится в розыске аж с 2023 года. Ну, как аж? В принципе, недавно. В январе Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Газпромэнерго» Митюшову и потребовала через суд изъять 8 предприятий, связанных с обвиняемыми, в доход государства. Среди них башкирские компании, акционерное общество «Салават-нефтемаш», ООО «Ремонтно-механический завод», «Салаватский катализаторный завод» и «Подземнефтегаз». Митюшов родился в Киеве, окончил БГТУ, после чего 10 лет работал в дочерних структурах «Газпрома». В 2007 году он возглавил «Газпромэнерго». К 2014 году Митюшов покинул руководящие посты в компании и занялся строительным бизнесом. В 2013 году он приобрел предприятие «Салават нефтехимстрой», а в 2016 году «Нефтехимремстрой». Эти компании продолжили получать подряды от «Газпрома». Позже Салават нефтехимремстрой объединил несколько предприятий, включая завод строительных материалов и конструкций, инженерно-технический центр Салават нефтехимремстрой, Ремэнергомонтаж, РМЗ и Салават нефтемаш. В 2019 году Митюшов продал 100% долю в Салават нефтехимремстрое московской компании Mercury Capital Trust.
Второй фигурант. Кирилл Селезнев, генеральный директор ООО «Русхимальянс». Более 15 лет занимал высокие посты в правлении «Газпрома», а также возглавлял дочернюю компанию «Газпром Межрегионгаз». Ту самую, которая снабжает газом бытовых потребителей, то есть вот нас с вами буквально, да? В 2019 году советник Селезнева в Межрегионгазе Рауль Арашуков был арестован по делу о хищении газа на сумму свыше 31 миллиарда рублей. Помните, да, эту историю с выводом из зала заседаний Совета Федерации одного из сенаторов? Как раз-таки Рауля Арашукова выводили и в конце концов осудили. Ну, в общем, опять же, вроде бы нас такие новости с вами удивлять не должны. Мы привыкли по умолчанию осознавать, что все высокопоставленные деятели, как в окологосударственном бизнесе, так и в самом государстве, коррумпированы. Но иногда, конечно, диву даешься, насколько велики масштабы этих злоупотреблений. Получается, живем мы себе в Башкортостане многие годы де-факто, понимая, что, например, Салават-Нефтеоргсинтез – это уже не республиканское предприятие, принадлежит «Газпрому», но даже это еще не все. То есть назначенные, присланные сверху топ-менеджеры этой компании, разумеется, чувствуют себя в Салавате и на этом предприятии гостями. У них нет никакой любви, если хотите, и никаких чувств по отношению к земле, на которой они находятся. И вся цель, вся задача максимально высосать ресурсы из тех активов, которые им доверяют. Вот что, собственно, происходит и что, собственно, делали вот эти вот бизнесмены, с позволения сказать, на территории республики. То есть и так их компании, по большому счету, высасывают активы из региона. Это само по себе так, да? То есть если компания принадлежит «Газпрому», то понятно, куда идут прибыли. Так еще и назначенные ими менеджеры кладут себе в карман огромные суммы, таким образом, по сути, выводя средства из экономики республики, делая беднее конкретных людей, которые живут в республике. Я сейчас имею в виду не только сотрудников этих предприятий, которые, по большому счету, должны от этого страдать, но и всех остальных граждан Башкортостана, которые могли бы, скажем так, ощущать себя жителями более преуспевающего региона, ежели такого рода события не происходили бы, а деньги, например, вкладывались бы в развитие инфраструктуры, других каких-то предприятий, производств. Или, в конце концов, хотя бы на благоустройство территорий. Например, как в Уфе это делать любит нынешний глава администрации Мавлиев. Как-то так, дорогие друзья. Следующая новость. То, чем любит хвастаться наш регион. Башкортостан вошел в число регионов-лидеров по поддержке участников специальной военной операции. Он не на первом месте, но на третьем. И, значит, это все рассчитывается не просто как-то банально по каким-то суммам, а по комплексному вовлечению в поддержку специальной военной операции. Об этом написано в докладе Центра политической информации. Лидерами стала в этом смысле Москва и Московская область. Затем Петербург и Ленинградская область. В числе регионов с высокой вовлеченностью также отмечены Брянская, Курская и Белгородская области, Ростовская область, Татарстан, Чечня, Краснодарский край, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. В Башкортостане факторами высокой вовлеченности назвали оперативное участие руководства региона в обеспечении нужд СВО, поддержку межнационального и межконфессионального согласия. А вот тут вот, наверное, поспорить. Ой-ой-ой, можно было бы поспорить по поводу поддержки, да? В общем, и другие факторы. Тут я не могу не остановиться, не отметить, как на прошлой неделе раис Татарстана Рустам Минниханов то ли нечаянно, то ли от волнения, то ли умышленно, так или иначе публично проговорился и на встрече с Путиным произнес цифру количества контрактников, которые уехали на войну из Татарстана. 38 тысяч
Он назвал величину, и, в общем, мы можем с вами сделать выводы о порядке цифр, которые могут быть также из Башкортостана. Наверное, чуть побольше. То есть около 40 тысяч мужчин. Это в подавляющем большинстве, конечно же, мужчины. Скорее всего, из республики выехали и занимаются тем, чем занимаются. И исходя из статистики по погибшим, мы можем сделать вывод, что плюс-минус чуть более 10% от заключивших контракт так или иначе гибнут. И это только самые скромные подсчеты. Разумеется, в реальности ситуация может быть хуже, потому что мы, напоминаю вам, считаем погибших лишь исходя из открытых данных. Возможно, данные далеко не все открыты. Часть погибших вообще так или иначе не хоронятся, потому что бывает сложно там обнаружить останки и прочее, прочее. Опять же, сами можете этот смысловой ряд продолжить. Но для нас с вами это цифры очень важные и показательные. Еще раз, 38 тысяч из Татарстана. Это цифры, названные Миннихановым. Отсюда мы делаем вывод, что из Башкортостана чуть больше. Может быть, даже не чуть, но это все-таки уже догадки. А вот основываясь на тех цифрах, которые назвал данный персонаж, выводы вполне себе, кстати говоря, коррелируют с теми предположениями, которые были у меня в голове. То есть даже не имея никаких вводных данных, никаких утечек, я предполагал, что речь идет о 4-6 десятках тысяч. И вот как раз мы получаем косвенное тому подтверждение. Я, видимо, оговорился, судя по тому, что пишет Рустам. Раис Татарстана, Рустам Минниханов, давайте уточним, если где-то была оговорочка. Ну или глава, нам так привычнее. Далее. В Башкортостане разрабатывают новый антидепрессант. Ну, в общем, заняты делом полезным, судя по всему, да? В лаборатории поиска малых таргетных молекул Башкирского государственного медицинского университета ведутся исследования по созданию нового антидепрессанта. Ученые синтезировали молекулу с тиетановым циклом, которая может стать основой для нового класса препаратов. То есть прям прорыв научный буквально у нас тут на глазах может произойти. Как пояснили в лаборатории, соединения на основе тиетана обладают низкой токсичностью и биологической активностью, но на данный момент антидепрессанты с таким составом в мире не зарегистрированы. Депрессивные расстройства являются одной из причин временной нетрудоспособности и суицидов. По данным исследователей, треть пациентов не реагирует на существующие препараты, а побочные эффекты ограничивают их применение. Испытания нового препарата ведутся на лабораторных животных и с использованием цифрового моделирования. В общем, какое время, такие достижения, да? Ну ладно, в данном случае это шутка скорее, потому что почему бы и нет. Если хоть какие-то научные достижения есть, то надо этому все-таки радоваться. Это позитивный сигнал, что кто-то где-то все-таки может себе позволить, что ли, заниматься созиданием. Созиданием, как это называл первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов. Башинформ в минувшие выходные отчитался о начале заливки фундамента башни Межвузовского кампуса Башкирии. Помните, да? То есть на южном склоне, скажем, у нас обещают мега-территорию, где появится и Межвузовский кампус, общежитие, иначе говоря, для студентов, и вообще будет в целом развиваться наука и образование. На данный момент открыто здание, которое многие годы пустовало. Это IQ парк, там уже что-то происходит, а вот остальные надо построить с нуля. И как раз-таки построить одну из главных башен планируют начиная со вчерашнего дня. 8 даже позавчерашнего. 8 марта состоялась церемония пуска заливки бетона в основание башни Альфа. Она так будет называться. В церемонии приняли участие лично глава Башкортостана Хабиров,
замминистра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов и премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. В рамках проекта общая площадь второй очереди кампуса составит более 142 тысяч квадратных метров. Будет создано 4133 места для проживания студентов. Финансирование 27 миллиардов 400 миллионов рублей. Из них 11,7 миллиарда – средства федерального бюджета. Далее цитата. Это фундаментальное изменение в инфраструктуре высшей школы республики, потому что почти 4,5 тысячи студенческих мест появляется. Причем это не просто общежитие в обычном понимании, это по сути студенческие гостиничные места. Самое главное, формируется студенческая среда, здесь и театр, и стадион, здесь все возможности, чтобы жить комфортно студентам. Важно, что здесь и первая очередь кампуса, где есть и коворкинги, и стартапы. Молодой человек, поступив сюда, получает все необходимое для качественной учебы, сказал глава республики. Так, прошу прощения. Ай-яй-яй. Ну вот, да, интерактивная страница включает дополнительное музыкальное сопровождение. Так. Отель, построенный к БРИКСу у матфака БГУ, пустующий стоит. Вот готовый кампус. Знаете ли, но насколько он пустует, при мне, в общем, если вы имеете в виду отель Hilton Garden Inn, Riverside, если полное название такое, то он, в общем-то, не пустовал. Там довольно много было постояльцев. Конференц-залы этого отеля сдавались активно в аренду. Я сам там бывал несколько раз на мероприятиях. А часть этого комплекса зданий – это апартаменты, то есть квартиры. Иначе говоря, и они были проданы еще давным-давно. Поэтому говорить про то, что он пустовал или пустует, наверное, не совсем корректно. Правда, сейчас я не могу точно сказать, насколько там заполняемость высока, но вроде бы никто не жаловался. Вот. Классная у вас футболка, пишет Ильнара. Спасибо, что обратили внимание. Да, тут свежее поступление, скажем так, изделий из Башкортостана. Это еще не все, и другие будут в следующие дни. Так что в этом смысле связь поддерживаем, стараемся. Спасибо. Вот, кстати, к слову говоря, ближе к завершению поделюсь личным. В минувшие выходные посетил вместе с близкими и, значит, друзьями город Галле. Тот самый город, в честь дружбы с которым в Уфе названа улица и остановка общественного транспорта. Я надеюсь, вы помните и знаете остановку округ Галле. Округ существовал в социалистические годы, когда Галле находился в составе ГДР. Сейчас как такового округа нет, но есть, собственно, город. Он никуда не делся. И в городе Галле, который является крупнейшим городом небольшой федеральной земли Саксония-Анхальт, значит, есть улица протяженностью примерно 200 метров, Уфайер-штрассе, улица Уфимская или Уфимцев. Не суть, Уфайер-штрассе, можно не переводить. И вот буквально в 2021 году на торце углового пятиэтажного жилого дома художники, активисты нанесли большое изображение. Мурал, можно назвать его, или граффити, как угодно. Граффити посвящено дружбе Уфы и Галле. Там изображены двое ребят, один якобы немец, другой выходец из Башкортостана. Они вместе играют, а их окружают достопримечательности. Уфимская мечеть Ляля-Тюльпан, старый мост через Белую, а также достопримечательности города Галле. В общем, насколько я успел выяснить, активисты очень надеялись, что и в Уфе в ближайшее время появится аналогичный арт-объект, посвященный, в свою очередь, городу Галле. Но наступил 22 год, как известно, и ничего подобного не произошло. Кто-то скажет, скажите спасибо, что еще не переименовали улицу Галле во что-нибудь другое. Но нет, не переименовали. И формально Уфа и Галле остаются на сегодняшний день побратимами. Это решение никто не отменял. Оно, кстати говоря, действует аж с 1970 года. Это как минимум.
Многие годы происходили всякого рода обмены, скажем, да, те же самые студенческие обмены. Оттуда ехали к нам, от нас туда. И все это дело работало, вполне себе функционировало вот буквально до 2022 года. Вот. Надо сказать, что обстановка в этом месте... Я, кстати, пост соответствующий опубликовал в социальных сетях. Если интересно, посмотрите. Там и видео есть, и фотографии. В общем, такой типичный социалистический городок. Пятиэтажки, хрущевки, машины, стоящие во дворе. В общем, все примерно как у нас в районе остановки округ Галле. Только чуть, наверное, поаккуратнее. И дома выглядят чуть более ухоженными. А в целом плюс-минус то же самое. Кстати, интересное наблюдение. Между Лейпцигом и Галле есть аэропорт, который так и называется. Лейпциг-Галле, он общий. Вот. Несмотря на то, что города в разных федеральных землях, Галлия, Саксония, Анхальт, а Лейпциг – это Саксония. Так вот, аэропорт больше грузовой, такой логистический хаб. И там прямо недалеко от трассы, которая проходит прямо по территории аэропорта, видны 3 огромных военно-транспортных самолета Ан-124 «Руслан», которые застряли в этом аэропорту, видимо, на момент начала военных действий. То есть они не могут вылететь домой, потому что запрещены полеты над Евросоюзом самолетом из Российской Федерации. Такие немые свидетели эпохи и всей абсурдности той ситуации, в которую сами себя россияне загнали. Как-то так. Строят монстров, пишет Наталья. На Монтае трактор провалился. В Перниковке машина ушла. На Октябрьской революции сегодня дом сгорел. Собирается пятиэтажки сносить под высотки 60. Ой, видимо, вы хотели сказать 30-45 этажей. Ну, 60 это, наверное, перебор, хотя 45 тоже довольно много. В общем, вот такие наблюдения в завершении сегодняшнего эфира. Будем с вами заканчивать эту встречу, планировать новые встречи, как всегда, в режиме реального времени. Анонсы у нас в телеграм-канале, впрочем, как и все новости. Будьте здоровы, хорошей всем и максимально адекватной, скажем так, трудовой недели. Увидимся очень скоро. Всем пока. Thank you.